Источники формирования резервного фонда президента Рахмона. В Туркменистане мечети остаются закрытыми. Мировая экономика на грани краха. Что ожидает Центральную Азию? Объем финансирования резервного фонда президента Таджикистана в государственном бюджете страны в 2021 году установлен в сумме 404 миллиона сомани, свыше 38 миллионов долларов. Это на 20 миллионов сомани или на 5,2% больше размера финансирования этого фонда в текущем году. Финансирование резервного фонда президента в наступающем году составит 1,5% в общем объеме расходов госбюджета. Согласно постановлению правительства страны, средства этого фонда направляются на различные благотворительные мероприятия и расходы. Напомним, что в 2018 году были внесены поправки в закон о Республике Таджикистан о государственных финансах, которые предполагали создание фонда президента Рахмона. Кроме того, ежегодно в этот фонд будут перечисляться средства в размере 0,2% от общего объема госбюджета. Даже после ухода Рахмона с поста президента, порядок использования средств фонда будет определять сам Рахмон. То есть это означает, что из бюджета в обязательном порядке выделяются средства в определенном размере ежегодно, а затем эти деньги оказываются в полном распоряжении Рахмона, а он, в свою очередь, оказывая помощь из этого фонда, преподносит ее как личные расходы. И особенно по телевидению рекламируется очень широко, они и направлены на то, чтобы вернуть позиции, утерянные позиции, которые существовали. Так, весной текущего года в некоторых районах страны появились фуры с гуманитарной помощью. На фурах было написано, что это является личной помощью президента населению. Таким образом, выясняется, что средства, находящиеся на балансе так называемого резервного фонда президента Рахмона, это не личные средства президента, а бюджетные деньги, которые поступили от уплаты налогов населением страны. Тем не менее, в правительственных СМИ нередко появляется информация о предоставлении помощи разным слоям населения или отдельным лицам со стороны резервного фонда президента. Как правило, это преподносится как помощь лично со стороны президента Рахмона. При этом большинство населения страны оказывается не проинформированы об истинных источниках этих средств. Таджикский журналист Марат Мамадшоев рассказал в марте 2019 года в интервью радио Азади, что правительство Республики Таджикистан пользуется низкой грамотностью населения. Большинство людей не интересуется, куда тратятся бюджетные средства. Для большинства населения, за исключением узкой прослойки интеллигенции, вопросы бюджета абсолютно неинтересны. У нас считают, что весь бюджет принадлежит чиновникам, и они имеют право распоряжаться этими деньгами, как хотят. Для населения страны бюджет – это какое-то абстрактное понятие. Они получают деньги от миграции, от работы в каких-то международных структурах. А та же пенсия, например, которая выделяется из бюджета, она мизерная, заявил тогда журналист. أنا خودتون دیده استودید که با نوع روشقلم یک. В рамках профилактических мер против распространения инфекционных заболеваний мечети страны будут оставаться закрытыми до 1 января 2021 года. Об этом сообщил Туркменпортал со ссылкой на муфтият Туркменистана. Данные меры были приняты в соответствии с постановлением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года. Ранее Туркменпортал сообщил, что сам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о составе Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней, которая будет заниматься профилактикой распространения инфекций по всей стране. Напомним, что на основании приказа муфтията Туркменистана и согласно плану обеспечения готовности Туркменистана к противодействию пандемии коронавируса и принятию мер быстрого реагирования, все мечети в Туркменистане закрылись с 13 июля по 31 июля, а после этого данные меры продлили и до 1 декабря. Между тем, все остальные учреждения в стране, рынки, институты, школы и так далее работают в обычном режиме. Примечательно также и то, что по сей день туркменские власти так и не признали факт наличия инфицированных коронавирусом в стране.
Отметим, что Туркменистан далеко не единственная страна в регионе, где под предлогом борьбы с распространением коронавируса мечети остаются закрытыми, в то время как все остальные общественные учреждения остаются открытыми. بسته شدن مشغولیت‌ها یا اینکه جواب دادن خواننده‌ها از درس‌ها یعنی موجود نیست درس. Так, например, в Таджикистане все учреждения, включая школы, вузы и рынки, функционируют в обычном режиме, в то время как мечети по всей стране остаются закрытыми. В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы ВПП ООН Дэвид Бизли. Он предупредил, что следующий год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе. Бизли отметил, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло до 270 миллионов. Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое, цитируют его РИА Новости. Однако, если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, сказал Бизли. Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все, так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции, сказал он. Между тем, Всемирный банк считает, что в 2020 году сокращение ВВП Центральной Азии может достигнуть минус 1,7%, в 2019 было плюс 4,9%. Это будет первая рецессия в регионе за 25 лет непрерывного роста, который не могли затормозить ни кризис 1998 года, ни лопнувший пузырь 2008. Впервые вырастет и число людей, живущих за чертой крайней бедности, менее чем на 1,9 доллара в день, на 1,5 миллиона человек.